Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня проект «Мы вам покажем» находится в гостях у старшего научного сотрудника Института биологии, у Иннокентия Аполлоновича Федорова. И сегодня мы проведем такую небольшую экскурсию по его дачному участку, где уже на протяжении десятилетий человек высаживает различные овощи, ягоды, да, кустарники. И здесь есть что посмотреть. Здравствуйте, Иннокентий Аполлонович. Здравствуйте. Вот так вот. Дорогие друзья, вы должны сейчас обратить, что участок у него, не сказать, что да, огромнейший, но здесь прорастает все. И причем растет и плодоносит все в больших объемах. Давайте расскажем понемножечку, поэтапно, да, что мы здесь сегодня расскажем и покажем. Ну, мы сегодня, так как заканчивается лето, сделаем большой упор на заготовку. И в связи с этим покажем овощные мои культуры, ну и картофель тоже, и кустарник, смородину черную. Покажем, как ферментировать листья правильно. Ну, вообще, если сказать в целом, да, вот ваша душа больше к чему лежит? Вот вы-то работаете в этой сфере много лет, да? Вот есть ли какое-то такое достижение, все-таки вы работник Института биологии, да, которым вы прям гордитесь и можете прям вот похвастаться, сказать, что вот я добился вот такого результата? Я сам специалист по кормовым и лекарственным растениям. В стенах института и в экспедициях я изучаю лекарственные растения. Ну и они у меня в огороде тоже есть. Такие как, например? Ну, такие культуры, я занимаюсь такими злободневными, сильнодействующими видами растений, как вздутоплодник сибирский, радиола розовая. Они у меня тут есть. Прекрасно растут наряду с овощами и кустарниками и деревьями. Но сегодня наш выпуск будет посвящен таким простым, да, культурам дачным, да, и вы дадите небольшие советы для наших телезрителей, потому что, ну, действительно, несмотря на то, что лето подходит к концу, многие, возможно, возьмут ваши советы на заметку и в следующем году воспользуются ими, и, конечно, урожай 2024 года, может быть, у кого-то станет лучше, больше и насыщеннее. Да-да. Покажем очень простые, на первый взгляд, хитрости, но надо знать растения. Человек должен оценивать свои и материальные возможности, и умственные, и физические, в конце концов, возможности, прежде чем заниматься растениями. И я говорю это к тому, что некоторые люди покупают, да, много кустарников, потом у них благополучно погибают. Да. Вследствие того, что они не подготовлены и материально, и физически, и умственно. Поэтому, если хотите иметь хороший урожай, будьте добры, постарайтесь и совершенствоваться. Да, и будьте готовы к тому, что все-таки физический труд, он присутствует здесь. Конечно, конечно, безусловно. Ну что, начнем, и начнем мы, наверное, с картофеля. Давайте, пройдем. Итак, Иннокентий Аполлонович, мы видим, у вас здесь, ну, так сказать, не совсем огромное поле картофельное, да? Мы видим всего сколько? 5 грядок. Раз, 2, 3, 4, 5. С этих 5 грядок сколько примерно мешков картошки вы собираете к концу лета? Ну, рассчитываю на 4 куля. Куль у меня 5 ведер 10-литровых. Картофель у меня выглядит неказисто, да? Почему? Почему он выглядит так? Ну, потому что, во-первых, мы не видим очень много зелени, да? Очень много зелени, потому что неделю назад я ее наполовину скосил. Ходил серпом прямо по рядам и, беря все стебли, пучок, срезал наполовину. Зачем? Почему вы это делаете? Потому что вегетационный период заканчивается. Надо, чтобы сила растений уходила в клубни. А излишняя зеленая масса, она берет на себя и питательные элементы, и силу растений, и энергию, и влагу в том числе. То есть это такой небольшой совет. Но опять же, это нужно скашивать ее только один раз, да, за сезон? Или вы повторяете? Нет. Перед уборкой, это зависит
от условий каждой осени, да, перед уборкой примерно за 10 дней я почти абсолютно всю скашиваю. Да вы что, то есть... Ага. Ага. Это дает преимущество, опять же, в увеличении клубней. Это раз. И во-вторых, кожура утолщается, что лёжкость повышает. Лёжкость. У нас зима длинная, и лёжкость это не последнее качество. Хорошо, для людей, не знающих, что такое лёжкость. Лёжкость это способность картошки при хранении долго не прорастать. То есть это нужно, чтобы была кожура толстая. Если картошка прорастает, образуется солонин. Это вредное вещество, под кожурой образуется. То есть лёжкие сорта картофеля, они имеют мало солонина, вредного вещества. То есть чем толще кожура на картофеле, тем лучше, правильно? Для нас. Тем лучше. Отлично. Хорошо, то есть это вот такой лайфхак небольшой по поводу того, да, как можно сделать клубни картофеля больше, крупнее. Но опять же, здесь мы видим очень много травы. Вы между грядками положили. Что это? Ну, на полях, на огороде всегда растут сорняки, да? Конечно. И с ними идет непрерывная война. Ага. Сорняки удаляются. Сорняки, которые не имеют семян еще, молодые сорняки, я не выбрасываю. Я их собираю в одном месте, и потом где-то вот во второй половине июля, начиная с второй половины июля, их выкладываю в междурядье между картофелями. Да, мы видим. Это, во-первых, как мульча, то есть испарение уменьшает. Во-вторых, оно превратится когда-то в почву. Ага. Растения мертвые, не имеют семян, поэтому они не прорастут. То есть кто бы мог подумать, обычно мы воюем с ними, да, потом сжигаем их, да, утилизируем. На самом деле даже сорняки могут пойти в пользу. Во всем мире взята ориентация на безотходное производство, и я вот сейчас на своем подворье стремлюсь к этому, достичь этого. Отлично. Ну вот, в принципе, с картофелем все понятно, да? Сроки уточним, да? Давайте. Первое скашивание в конце июля, начало августа. Когда растения отцвели, цветение нужно для образования большего количества клубней. Второе скашивание, ну, если предполагаете убрать в середине сентября, проводится 5 сентября, за 10 дней. Второе скашивание. Оставляется 5-10 сантиметров от стебля. Все равно остаются листья, они достаточны для осеннего фотосинтеза. Вот так. Ну что, я уверена в том, что вы соберете свои мешки картофеля с этого участка. И я думаю, что советы по картофелю будут уже полезны многим из наших телезрителей. Ну а мы движемся далее. Мы продолжаем делиться полезными советами. Иннокентий Аполлоныч, расскажите, что находится вот в этой ванне. В этой ванне я говорил уже о безотходном производстве, да, у себя. В этой ванне находится готовится травяной настой на основе химических реакций, брожения, там, молочно-кислого, дрожжевого разного. Листья мы срезаем у огурцов, у кабачков, у других растений. Многие люди выкидывают их. А их не надо выкидывать. Это прекрасное органическое удобрение. В ванну я залил воды, поместил листья в самом начале. Это много лет назад. Закваска у меня идет из года в год. Она сохраняется, она не вымерзает. Ванна стоит уже лет 30. И закваска, наверное, идет с той поры. Сначала я наливал кефир. Деревенский кефир. Сорот. Чтобы молочно-кислое брожение. Потом бросал старый хлеб. Это дрожжевое я запустил. И в теплую погоду листья берем, конечно, такие мягкие листья. Вот эти такие растения, как пырей, они не идут. Нельзя, да? У них крепкие стебли и крепкие листья.
они очень мало сбраживаются. Поэтому берем листовой сорняк, берем листья кабачков срезанные, огурцов, томатов, и все это сюда кидаем. И за 3-4 дня травяной настой готов к употреблению. Мы видим, да? И самое Правда, идет отсюда аромат такой. Да, не очень приятный. Не очень приятный. Но, знаете, главное, что это все имеет результат, правильно? Да. Но необходимо оставлять, да, вот эту смесь на следующий сезон, да? Да. То есть полностью не опустошаем ванну. Да, полностью на дне все равно остается немного. И этого количества бактерий достаточно, чтобы процесс возобновился и в следующем году. А дальше как вы используете вот этот настой? Я жижу, мягкие листья, они буквально растворяются. Получается как бы зеленая такая жидкая каша. Отсюда беру 2 литра, помещаю 2 литра в 10-литровое ведро, наполняю водой, смешиваю и подкармливаю 4-5 растений. Ага. То есть и как часто нужно подкармливать такой смесью? Получается у меня подкормка, она идет, вот эта одна ванна, она, ну ее хватает для моего участка, да? Но я по очереди. Сначала огурцы, допустим, с томатами. Потом когда новая партия бурды будет готова, я уже подкармливаю морковь, свеклу, а затем кустарники, а затем деревья и так далее, и так далее. Всем можно растениям эту подкормку? Да. Всем растениям нужна органическая подкормка. Потому что это все натуральный продукт, да? Да, натуральный продукт. Говорите, 2-3 дня достаточно. И плодородие почвы сохраняется. Оно идет в растение же, а растение не выкидывается, а сбраживается и возвращается в почву. То есть такой круговорот, да? Да, круговорот, цикл получается. И вот мы сейчас видим, вот вы только-только положили, да? Вот с утра дергал сорняки вдоль забора, там лиственные сорняки, видите, да? Марь белая в основном лежит. Она хорошо бродит, и крестовник лежит. И вот они превратятся в удобрение. Вот так вот. То есть, опять же говорим вам про то, что безотходное производство возможно. Вот наглядный пример того, как происходит возврат, да, этих полезных свойств. У кого большие поля овощных, да, они могут на стороне, вне своих участков, косить или выдергивать вот эти вот листовые сорняки и сбраживать их. Пожалуйста. Вместо минеральных удобрений, пожалуйста, вот. И второе удобрение, которое я применяю, это зола древесная. Многие имеют бани. В банях надо топить чистыми дровами, мусор туда ни в коем случае не кидать. И получается хорошая зола. Зола 2 стакана 200-граммовых на ведро воды и подкармливайте свои растения. Зола содержит всю таблицу Менделеева. Ну, мы движемся далее. Давайте сейчас посмотрим. Я вижу у вас свекла какая-то интересная тоже, да? Да. Пойдемте. Вы даже вон уже выдернули, да, один плод? Показать. Да, покажи. Можно О, показать. Вот какая она огромная. Здесь какие секреты у вас? Что нужно сделать, чтобы свекла была вот таких размеров? Тоже надо... Многие думают, что свекла у меня жесткая, да, потому что большая. А посеял я ее на семена только 20 мая в теплице. Маленькую рассаду высадил на грядку. То есть растения у меня молодые, и никак они не могут загрубеть. Просто я подкармливаю вот этой вот своей бурдой, золой, и хорошо, правильно поливаю. И удаляю отмирающие крупные листья. Вовремя их надо убирать. Раза 4-5 за сезон. Они тоже отбирают энергию растений. И вот я собираюсь в очередной раз 5-й, наверное, убрать лишние листья. А как вы их определяете? Лишние это какие? Вот самые крупные? Самые крупные и вот нижние. Нет. Вот они, да? Вот они.
Вот они. Вот такой вот лист у основания ломаешь. И туда в ванну. Ванну. Не сжигаем, не убираем, не Ага. выкидываем, пригодится. Если хороший черешок, ее на борщ можно использовать. Мгм. Сочный черешок. Вот. Прекрасный борщ. Притом установлено, что в черешках, в листьях не меньше полезных веществ содержится, Чем сама. чем в корнеплоде. Мгм. А максимальный какой у вас был размер свеклы? Максимальный размер это был позапрошлом году, больше моей головы, ну где-то, где-то, ну думаю, килограммов под 6 было 6 килограмм? одна свекла. Вообще удивительно. По сети WhatsApp гуляли мои фотографии. С таким огромным. Свеклы у меня количество немного, Мгм. около 30. Ну, вырастают они достаточно большими, но сочными и хорошими. Самое главное, а то бывает, ведь иногда разрежешь свеклу, да, а она внутри не А. красная, да, бывает белая, да, жесткая. То есть, а у вас все. Свекла прошлого года, она у меня до сих пор в морозильнике. Правда, мы ее заканчиваем, приступим вот к нынешнему Свежему. урожаю. Ага. А если говорить про сорт свеклы, что это у вас? А, Кому отдаете предпочтение? ну, сорта Бордо, сорт Бордо у меня Мгм. в основном. То есть хороший. Вот этот вот, забыл сорт, столовая, по-моему, свекла столовая, тоже неплохая свекла. Многие думают, раз столовая, массовая, она плохая, отнюдь. Химические анализы показали. Не у нас, конечно, в институте делали. Там, на Западе, они установили, что эта свекла примерно она одинакова. По своим таким пищевым качествам. Ну вот я вижу, и там у вас заросли, ну прям конкретные заросли помидор. Обычно, когда мы говорим о помидорах, мы видим палочки, которые к ним подвязаны, значит, да, наши вот растения, а у вас это просто поле из помидор практически. Все дело в том, что в нашем институте в 70-х, 80-х, 90-х годах работал такой незаурядный человек, ученый, Семен Романович Попов, уроженец Чурапчинского района. Вот он, помимо своей основной темы, это заморозкоустойчивость растений, он физиолог растений был, он и занимался и разработками по селекции растений. Поэтому он, используя высокогорный южноамериканский сорт, в кордильерах Южной Америки лето длится всего 2 месяца, даже меньше, чем у нас. И там такой, со временем, тысячелетиями, миллионами лет, свой вид помидор. Вот он, используя вот этот самый вид, образец помидор, гибридизируя его, по-моему, с нашим верлиокой, что ли, с хорошим, я даже точно не знаю, получил сорт Хаяхсыт. Пойдемте посмотрим. Он сам родом с поселка Хаяхсыт. И название. И название дал. Вот они, грозди зеленых помидор. Ну, рассказывайте. Мы видим, что здесь, в принципе, они растут, как вы мне сказали, хаотично, как хотят, да? По беспределу. По беспределу, как вы говорите, да? Хорошо, но мы видим столько помидор вообще. Это именно все дело в этом сорте, да? Самое главное преимущество, это, во-первых, скороспелость. Скороспелость. Я их высаживаю семенами после майских праздников в теплице в Огурцовой. В начале июня сюда, на грядку. И с конца июля в обычных условиях. Нынче была необыкновенно холодная весна. Все это знают, да? Поэтому они немножко дней на 10 запаздывают. Но скоро будут краснеть. В конце июня уже появляются помидорчики. В июле уже вовсе я в обычных условиях собирал. В прошлом году, например, да? А нынче вот собираюсь первый урожай. На днях буду собирать вот крупные помидорчики, буду собирать. А вот про размер. Кажется, как будто это все вот как черри. На самом деле это не мелкие, да? Они будут среднего размера. Помидоры среднего размера. Их очень много. И второе основное преимущество,
этот сорт не посынкуется, не обрезается, не подвязывается. То есть она минимума внимания требует. Посадил и забыл. Ага. Только подкармливай да поливай. Подкормка, прополка сорняков Мгм. и полив. Вот 3 приема. А как же вы там их достаете-то? Просто тут такие заросли. Ну, приходится шарить руками Да, да, да. между растениями, Здорово. умудряться. Вот мы видим буквально здесь вот небольшой участок. И примерно сколько отсюда вы урожая собираете? В прошлом году высаживал 40 растений, собрал 30 ведер. Это 5 кулей получается. 5 кулей. А в этом году 30 где-то растений. Ну, собираюсь больше 20, не менее 20 ведер собрать. Уникально. Давайте еще раз напомним, как называется этот сорт. Сорт называется хаяхсыт по названию якутского села в Чурапчинском районе, откуда родом Семен Романович Попов. Кстати, он до сих пор жив и здравствует. Ему больше 90 лет. Человек очень такой неординарный. И ученый, и художник, и этнограф. Ну и вот. Он якутскую руническую письменность коллекционирует еще. Очень интересно. Ну и вот благодаря ему мы сегодня имеем вот такой уникальный, да, сорт помидор. Кроме этого сорта, у него есть второй сорт. Второй сорт называется седрей. Ну, в переводе щедрый на русский язык, потому что он дал свое имя. У него якутское имя Седрей Семен. Вот как интересно, да? Щедрый Семен. Щедрый Семен. Действительно, он щедро подарил своему народу вот такой вот сорт помидоров. Мы видим, и щедрость его, она, можно сказать, безгранична. Безгранична. И обратите внимание, дорогие друзья, но я, например, впервые вижу подобный сорт, и просто восхищение одно. Да. Хотите иметь морковь вот такого размера, тогда внимательно послушайте рассказ Иннокентия Аполлоновича о том, как он добился вот таких результатов. Кстати говоря, необходимо отметить, что еще месяц есть у этой моркови, то есть через месяц она станет еще больше. Рассказывайте, в чем секрет вот такого корнеплода? Ну, тоже в правильном уходе, правильном поливе и правильно проводимым агротехническим мероприятием. Есть небольшие хитрости. Когда мы же поливаем, хотим получать урожай, даем много воды, поливаем. Многие поливают каждый день. Есть люди, которые дважды поливают. Это очень неправильно. Они не дают своим растениям дышать. Помимо того, чтобы они вбирают в себя воду, они же должны дышать, растения. А мы их заливаем. А люди их заливают. Буквально беспрерывно они находятся как бы в воде. И, как следствие, получаются корнеплоды чахлые, небольшие. Они еще удивляются, мы все так много поливаем, говорят. Поэтому надо в наших условиях, даже в наших засушливых условиях, раз в 3-4 дня поливать. Но поливать очень обильно. Почти что насколько приемлет земля, впитывает в себя. А потом 3-4 дня спокойно не поливаете. Пусть дышит. Ага. А потом в начале августа вырастает обильная ботва моркови, обильная, большая-большая ботва. Ее надо, вот как и в случае с картофелем, ее надо тоже не наполовину, а на 30% скосить сначала. Вот. Мы видим, да. Ага, вот мы видим. Обратите внимание, вот она скошена уже. На 1/3. На 1/3 зелени. И перед уборкой, как и в случае с картофелем, за 10 дней до предполагаемой уборки скосить до 10 сантиметров ботвы. Это тоже дает увеличение корнеплодов. Иннокентий Аполлонович, а сейчас вот многие телезрители, наверное, после выпуска этой программы решат скосить ботву и попробовать сейчас. Это поможет сейчас или нужно это делать вот в несколько раз? То есть первый раз и второй раз? Или все-таки сейчас за 10 дней до сбора урожая можно попробовать? Нет, пусть скашивают, пусть никогда не поздно.
На 1/3 давайте, пожалуйста, скашивайте. Итак, А в начале сентября ага, оставляйте 10 сантиметров только 10 ботвы. ботвы. Запоминаем. И, возможно, еще у вас, дорогие друзья, будет шанс получить вот такой хороший урожай. Скашиваем, не жалеем эту ботву. И напоминаем, мы ее не выбрасываем, а используем для нашего удобрения. Ну, дело в том, что у нас лето очень короткое. Мы северная страна Якутия, и поэтому мы должны стимулировать рост корнеплодов. Поэтому применяем такие вот агротехнические бесхитростные приемы. Вот кабачки перед нами, да? Это самая благодарная культура, поставляющая на наш стол обилие витаминов, да? Она очень полезная. Во-первых, во главу угла ставится здоровье человека, начинается именно с кишечника же. Если мы в нашем столе есть блюдо из кабачка, перистальтика у нас работает мощно. Выделительная система. Мы очищаемся, оздоравливаемся, значит. И есть тоже вот некоторые хитрости. Кабачок, он формирует обильную такую широкую листву. Да, вот обычно вот так, да, все. И эта листва тоже в условиях нашего северного короткого лета, она забирает много энергии. Поэтому во второй половине лета надо постоянно, регулярно самые крупные листья элиминировать, выдирать. Выдирать. Тогда и плоды будут крупнее, и число их будет более обильным. То есть это тот же самый секрет. Все обрезаем, Да, не да. жалеем. Крупные листья. Да. Сколько раз надо за сезон? Практически я где-то раз в 3 дня удаляю крупные листья. И опять же их не выбрасываю, а туда в ванну на переработку, чтобы все это вернулось на круги своя. Правильно. Ну и мы видим, что у вас кабачков здесь тоже огромное количество, да? Да. Кабачков, ну, пошли уже холодные ночи, несколько затормозилось, но ожидается теплая погода и будет новый урожай. Они буквально наливаются за 2-3 дня до огромных размеров. Как прекрасно, что есть такая уникальная возможность посещать подобные приусадебные участки. Мы восхищаемся работой Иннокентия Аполлоновича. И сегодня, я думаю, многие из вас, дорогие друзья, убедились в том, что любовь к земле, любовь к растениеводству, она творит чудеса. И вот вроде бы на таком небольшом участке мы сегодня увидели потрясающий результат именно человеческого труда и любви к тому делу, каким вы занимаетесь. Увидимся уже совсем скоро. И, кстати говоря, забегая вперед, Иннокентий Аполлонович уже в следующем выпуске нашей программы расскажет, как можно вырастить прекрасную черную смородину на своем участке. Поэтому следите за нашими выпусками. Увидимся.